В Хакасии реализуют масштабный проект всероссийского уровня. В Камызякской степи возводится второй в стране центр реинтродукции лошади Прижевальского. Почти исчезнувших диких животных выпустят на территории заповедника Хакаски в районе озера Улуг-Коль. Как это стало возможным, узнала Мария Добрынина. Итоги работы за год подвели в заповеднике Хакаски. Научные выкладки касаются многих аспектов. Это изучение и сохранение редких видов животных и растений. Но главное – оценка уровня загрязнения окружающей среды. Причем делают это специалисты повсеместно, даже там, где территории не относятся к заповедным. К примеру, по соседству с Саяногорским и Хакасскими алюминиевыми заводами и другими промышленными предприятиями. Площадь охвата на сотни километров вокруг, иначе ограничиваясь отдельными участками, невозможно собрать достоверную и полную информацию обо всем Алтае-Саянском экорегионе. И именно здесь идет большая помощь от меценатов. Это Очурский, Смирновский, Бондаревский бор, урочище Трехозерки. И как раз именно с финансовой поддержки «Русала», потому что это не наша территория. Мы самостоятельно ее, это было бы для нас не целевое финансирование. Мы именно изучаем эту территорию, получаем данные. Проекту по мониторингу биологического разнообразия Алтая-Саянского региона без малого 20 лет. Инициировал его в 2007 году основатель «Русала» Олег Терепаско. Круглый год инспекторы собирают порядка 70 проб почвы, снежного покрова, воздуха. Отслеживается миграция птиц и животных. В создании исследовательской базы участвовали несколько десятков ученых. Все это помогло не только восстановить редкие исчезающие виды, но и претворить в жизнь амбициозные эколого-туристические маршруты. Например, знаменитый участок Аглахты или спасти от воздействия человека сакральное для коренного населения место – гору Челпан. И самое сложное здесь сохранить баланс, не закрывать насовсем особо охраняемые территории от человека, при этом защитить природу от чрезмерного внимания к ней. Мы посещали тропу «Историко-культурное наследие Шушинского, крестьянский шалаш XIX века», где в рамках национального проекта сейчас и в прошлом году велось обустройство, в этом году это уже другой проект. Завершаются работы по созданию экологической тропы. Во-первых, доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья. Во-вторых, которая будет и отвечать принципам развития экологического туризма. Благодаря природоохранной деятельности в самом центре республики остались практически дикие территории, которые соседствуют с промышленным гигантом. По всем показателям они бы легко подошли для создания сафари-парка, что и сделали в заповеднике Хакаски. Чистая, можно сказать, первобытная Камызякская степь в следующем году станет центром реинтродукции лошади Прижевальского. Здесь, к слову, несколько лет назад были обнаружены останки этой удивительной породы. На гигантской площади табун будет жить обособленно, без вмешательства людей. Для животных созданы комфортные и безопасные условия проживания. Так, вся территория, где будут пастись лошади Прижевальского, огорожена особой сеткой. Она нужна для того, чтобы дикие лошади не скрещивались с домашними. Это специализированная сеть как раз для полувольной популяции лошади Прижевальского. То есть это сеть специальным таким узлом, которая пружинит. И вы видите, размер ячеи разный. То есть он внизу достаточно большой промежуток для того, чтобы виды животных, это и лиса, и суслик, все могут пройти здесь. Здесь она более такая частая, чтобы копытом и другим они не могли пораниться. И снова высокая такая сеть. Проходить заграждение будет в том числе и вдоль озера Улуг-Коль, чтобы свободолюбивые лошади в зиму по льду не смогли перейти границы. Стоит добавить, что в теплый период прибрежная территория водоема будет открыта для отдыхающих, как обычно. Единственный момент – авто подогнать близко к воде не получится. Впрочем, это и так запрещено законом. Такие центры, уникальные центры с уникальными животными, они, мне кажется, должны воспитывать в людях то самое правильное экологическое поведение. Они все крайне социально ответственны, особенно в экологическом плане, потому что к ним всегда повышенные требования. Это и экологические платежи, это и особое внимание со стороны различных надзорных органов. И то, что они напрямую участвуют в реализации экологических проектов, особенно вот таких природоохранных проектов, это правильно, и это их социальная ответственность. «Русал» большое внимание уделяет природоохранным мероприятиям, реализует различные экопроекты, инициированные в свое время компанией и Русским географическим обществом «День Енисея». Из локального превратился в экологический праздник всероссийского значения – День реки. А с наступлением весны уже традиционно по всем территориям присутствия металлургического гиганта запускают зеленую волну. Высаживают сотни деревьев и кустарников в парках и дворах. Мария Добрынина, Арсений Симонов, Вести Хакасия.